Последние годы бег превратился из простого способа поддержать физическую форму в настоящую культурную одержимость. Марафоны собирают сотни, тысячи участников, число беговых клубов непрерывно растет, а соцсети пестрят фотографиями с забегов и скриншотами беговых приложений. Если раньше этим увлекались единицы, то уже к 2025 году массовые старты собирают уже около 50 тысяч участников, и постепенно вокруг них сформировалась целая культура любительского бега. Так почему же из утреннего ритуала бег превратился в спортивную обсессию? Самое простое объяснение популярности бега – его доступность. Для пробежек достаточно пары кроссовок, а заниматься можно где угодно. Забеги совместимы с отпусками и путешествиями, ведь марафоны проводятся по всему миру. Согласно аналитике поиска, активнее всего беговой тематикой среди российских городов интересуются пользователи из Санкт-Петербурга и Москвы. Однако и Якутск не остался в стороне. Только за этот год в столице республики прошло 4 забега, включая чемпионат России по бегу на 100 километров. Родоначальником беговой культуры по праву можно назвать якутский полумарафон «Драйви». За 9 лет он вырос из камерного старта с 465 участниками в масштабный спортивный праздник, на который в этом году заявилось уже около 2000 человек. Дистанции от детских 500 метров до классического полумарафона позволили выйти на трассу и новичкам, и опытным бегунам. Беговой одержимостью заразилась и я. Правда, под конец сезона. Но это теоретически позволит мне подготовиться к стартам в новом году. И пока я с уверенностью не могу сказать, нравится мне бегать или нет. Это происходит всего лишь месяц. Бегу я медленно, по дороге выплевывая легкие. И думаю, а не поздно ли я пришла в бег? И давайте сразу расставим точки над «и». Мне 47 лет, и я никогда не бегала. Школьные соревнования не считаются. Когда я в первом классе в 100-метровке одержала победу среди учащихся начальных классов. Победила даже мальчишек. Потом были классические лыжи, после 35 лет тренажерный зал. Фитоняшкой я не стала, но выносливость и определенная физическая сила помогли мне не помереть в пеших походах, в том числе и по МОМе на 100 с лишним километров. А после 40 лет я встала на горные лыжи. Поэтому по определению у меня есть какой-то задел, некий бэкграунд, как говорит тренер по бегу Роман Савин. Ну, естественно, те, у кого был какой-то бэкграунд, да, с ними чуть легче, потому что есть, безусловно, мышечная память, наше тело помнит, да, если мы когда-то в детстве далеко занимались, тело это вспомнит. Но, тем не менее, даже если вы никогда ничем не занимались, есть возможность того, что вы будете бегать марафоны и будете бегать их на достаточно хорошем уровне. Как, например, Татьяна Артемьева. Мне, конечно, до нее далеко, скорее нереально, ведь Таня недавно покорила 100 километров на ультрамарафоне в Якутске, завоевав серебро. А в бег пришла относительно недавно, 3,5 года назад, встав с кресла офисного работника. Татьяна по профессии – архитектор. Тогда я весила около 80 килограмм и пришла просто, чтобы сбросить лишний вес, как это бывает у многих девушек. И особых таких амбициозных беговых целей вообще не ставила, просто привести себя в хорошую физическую форму. Да, сложно представить, что когда-то воспитанница Василия Спиридонова, главного тренера по легкой атлетике Якутии, пришла в бег, чтобы похудеть. За год грамотных тренировок, без всяких диет, ей удалось избавиться от лишних 20 кило. Постепенно Таня стала втягиваться, улучшать свои результаты, мотивироваться ими. А аппетит, как говорится, приходит во время еды. И сегодня ей уже надо подтвердить статус мастера спорта. Мне еще надо подтвердить норматив, который я пробежала. Я пробежала на норматив мастера спорта международного класса. И чтобы его официально получить, надо еще раз пробежать по такому же нормативу. Поэтому, да. Ну, не обязательно 100 километров, но я планирую в следующем году также пробежать 100 километров. Похудеть хотела и Надежда Кобякова. Якутяне ее знают как блогера «Алмаз», которая, сколько себя помнит, всегда была полной и всегда сидела на различных диетах. Так устала. Я так устала. Это просто... Вот
все мои друзья, знакомые видят, я такая веселая, позитивная. А на самом деле вечерами это каждый раз ты садишься перед тарелкой, это были сплошные страдания. Опять я вот с утра начала, у меня была грудка, у меня была гречка злосчастная, вот это вот огурцы, помидоры, и опять вечером я сорвалась. Представляете, это каждый день в течение 13 лет. Меня спасали только беременность. И вот реально. Потому что и когда это уже все надоело, и каждый раз ты начинаешь со следующего понедельника, надо уже что-то делать. Но придя в бег ради похудения, Надежда потеряла свое здоровье, изнуряя себя тренировками. Когда я скидывала свои первые 30 килограмм, это были очень изнурительные тренировки. За счет не потери жира я худела, а за счет именно потери мышечной массы. Между тем, фитнес-тренер Дмитрий Шаталин хватается за голову, услышав этот рассказ. Конечно, бегать с лишним весом можно, но есть нюанс, и он прячется в суставах. Но бег очень неэффективен в плане жиросжигания. В плане жиросжигания намного эффективнее обычная ходьба, потому что организм находится в покое, в организм поступает достаточное количество кислорода, и организму проще расщеплять жир, когда он просто ходит и находится в покое. Когда же мы находимся в стрессе и мы бегаем, то наш организм находится в состоянии стресса, и ему проще использовать гликоген. То есть ему нужно максимально быстро восполнить энергию, чтобы наш организм мог дальше, например, бежать, тренироваться и так далее. Поэтому наш организм использует гликоген. Вывод в этом такой, что в качестве жиросжигателя бег вообще нам не подходит, и поэтому, когда вы хотите похудеть, сбросить лишний вес, убрать жир, то вам точно не нужно использовать бег для этих целей. Когда вы бежите, ваши колени, лодыжки и даже позвоночник получают нагрузку в несколько раз больше вашего веса, а лишние килограммы усиливают это давление. И без подготовки можно заработать травму, в лучшем случае неприятные ощущения. История с похудением была и у моего любимого бегового блогера Никиты Иванова. После них горка каждый раз ответственная, пульс 160. В мае 2024 года я решил, что мне нужно похудеть, и начал просто выходить на улицу, тренироваться, потому что бег оказался самым доступным видом спорта. Потом уже понимаешь, что просто так бегать это не очень эффективно, начинаешь узнавать про какие-то особенности бега интересные, что надо бегать медленно, оказывается, что тренировки должны быть разнообразные, в общем, вот всякие такие мелочи. И где-то через полгода я пробежал свой первый марафон, это был московский марафон, пробежал его очень плохо, у меня все болело. С того момента мне показалось, что я больше не буду бегать марафоны. Но не спешите откладывать кроссовки в дальний угол. Бег с лишним весом вполне реален, если подойти к нему с умом. Надежда Кобякова, к примеру, теперь подходит к этому вопросу именно так. Обследуется у кардиолога, эндокринолога, самостоятельно изучает нутрициологию, анатомию, психологию. И сегодня у нее нет задачи пробежать марафон, пока она бегает короткие дистанции, но очень рада и этому. Я хочу, чтобы я стала подвижной, активной и крутой бабушкой. Я хочу вместе со своими внуками быть подвижной и вместе с ними прыгать сальто. Возможно, я не буду лепить вкусные ароматные пирожочки, но с детьми, с внуками я всегда буду на движухе, на энергии, на позитиве. То есть поэтому я всегда была такой, и в 130, и сейчас, но сейчас вот и спорт, и мотивация, и тяга к жизни намного больше появилась. А тогда как-то вот бесцельно. Эта энергия и драйв подарили ей новые горизонты. На недавних соревнованиях по становой тяге Надежда не просто приняла участие, а заняла 2-е место, уступив чемпионке мира. А бег действительно окрыляет. Когда люди начинают заниматься бегом, тут еще включается химия, да, у нас начинают вырабатываться гормоны, эндорфин, дофамин, которые нас подсаживают на вот это вот как раз таки, потому что мы бежим, гормон выработался, мы испытываем эйфорию, и все, и мы понимаем, что вау, я хочу еще, да, ну и заменяет, грубо говоря, какие-то там, допустим, вредные привычки вот на такую полезную, конечно, привычку, но все-таки привычку. Слова своего тренера подтверждает и Анастасия Корякина, пришедшая к Роману 4 года назад. Но бегает Настя уже давно, еще со школы, когда бег еще не был таким популярным и массовым. Примером для нее был и дедушка, который до преклонных лет пробегал по 5-10 километров.
Сегодня за плечами Насти 2 полных марафона и десятки забегов. А год назад ее увлечение разделил и ее муж Александр. Ну, в первую очередь я пошла бегать за эмоциональной разрядкой, потому что бег, он дает такое психологическое расслабление, когда ты находишься наедине со своими мыслями и вне информационного шума. У нас, особенно вот у меня такая работа очень активная, связанная с взаимодействием с людьми. И я постоянно нахожусь в каком-то информационном шуме. И я обратила внимание, что у меня в жизни практически нет моментов, когда я нахожусь без телефона и не потребляю никакой информации. И вот бег дает как раз-таки такую возможность полностью отвлечься вообще от всей жизни. И, кроме того, это дает еще хорошую физическую нагрузку. Как бы все остальное это уже сопутствующее. В первую очередь бег это мой психолог. Нельзя не отметить, что Настя с мужем познакомились в парашютном клубе, где Александр был наставником, а Настя увлеченная небом. И сложно поверить, что у этой улыбчивой красавицы целых 69 прыжков. А Александр скромно называет цифру 950. Я занимаюсь парашютным спортом с 2001 года. Раньше это было просто хобби, а сейчас это часть работы. Я работаю авиационным спасателем, и в мои должностные обязанности входят прыжки с парашютом. И в парашютном клубе мы с женой познакомились. Авиационный спасатель признается, что у прыжков и у бега разные виды удовольствия. Если прыжок с парашютом – это мгновенный выброс адреналина, то бег дарит пролонгированный эффект. Согласитесь, трудно выбрать что-то одно. Нам для того, чтобы выйти на пробежку, требуется намного больше усилий. Во-первых, у нас очень короткий сезон, когда мы бегаем на улице, то есть всего несколько месяцев теплого времени года. Все время мы набегаем наши объемы в помещении, в душном, жарком помещении. А потом вот эта вот зима, рано утром, вот как вы сказали, расчехлить Наташу, приехать, опять зачехлить и так далее. Это по кругу каждый день. Но действительно результат он того стоит. То, что мы получаем в физическом плане, в эмоциональном. Вообще бег, он дарит нам настоящее счастье и радость. Я когда долго не бегаю, начинаю нервничать, в общем, у меня, да. Мне муж говорит, что ты давно не бегала, иди побегай. А любимыми местами для бега Настя уверенно называет центр спортивной подготовки «Триумф» в зимнее время, а летом набережную вдоль улицы Чернышевского и Вилюйку. Прекрасно бегать в парке, потрясающий вообще свежий воздух и множество разных дорожек. Ну и все бегуны любят Вилюйский тракт. Здесь мы бегаем по воскресеньям, потому что здесь хорошая длинная трасса и хорошие горочки, которые дают нам выносливость. Вот. Машины не мешают? Мы бегаем рано утром, когда машин еще совсем немного. Но, кстати, водители у нас достаточно тактичные. Они всегда пропускают, стараются ездить подальше от обочины, когда мы бегаем. Так сигналят, машут нам. Все приветливые. Но вся приветливость водителей улетучивается во время забегов и марафонов, когда перекрываются улицы Якутска и начинается настоящий автоколлапс. Сложно найти водителя, который был бы доволен таким сценарием. Но не спешите ругаться. Городские забеги и марафоны стали мощным инструментом экономического развития. Кафе, отели, транспорт, магазины получают доход от участников и зрителей. Соответственно, увеличиваются налоговые поступления и привлекаются инвестиции от компаний. А теперь посмотрите, какой экономический эффект принесли 3 крупнейших марафона России. Второй важный бенефит – это улучшение городской инфраструктуры. Перед забегами в городах обновляется асфальт, тротуары, инженерные сети и бордюры. В Якутии тоже есть чем похвастаться. Специально для игр Манчары в Итыкёле и Бердигистяке построили многофункциональные спортивные комплексы и стадион с беговой дорожкой. Чем больше бегунов, тем больше туристов. Потому что география наших забегов не ограничена, и мы стараемся посещать все новые и незаезженные места. Сегодня забеги – это не просто спортивные мероприятия, но и полноценные городские фестивали, которые становятся традицией, объединяют жителей и создают поводы для гордости. Так что не ругайтесь на нас, а присоединяйтесь. Но бег – это не только эндорфины, гордость и медали. Это пот, травмы и противопоказания. И самое очевидное из последних – это проблемы с сердечно-сосудистой системой.
По словам кардиолога Амгалены Кузнецовой, при наличии любой патологии со стороны сердца и сосудов к бегу следует относиться настороженно. Я считаю, что при наличии любых патологий сердечно-сосудистой системы уже нужно относиться к этому с осторожностью. По возрастной категории в клин-рекомендациях по спортивной медицине различают две категории. Это молодые до 35 лет и возрастные спортсмены, это старше 35 лет. А 50 лет это, соответственно, уже очень возрастные спортсмены будут, тем более только начинающие, да. То есть те же сосуды становятся жесткими с возрастом, да, получается. Будет, ударный объем сердца уже будет как-то слабее, да, и тем более за 50 лет у человека может быть уже повышенный холестерин, все это отлаживается, начинается процесс атеросклероза, гипертония развивается, все это приводит к ишемической болезни сердца. То есть, чтобы начать заниматься в таком более зрелом возрасте, нужно обязательно заранее уже проконсультироваться с терапевтами, с кардиологами. Например, если высокое давление не снижается, тоже нельзя бегать. Острое состояние сердечно-сосудистого заболевания, это инфаркт миокарда, в этом состоянии, естественно, нельзя бегать. А в любом случае человеку нужно двигаться, а бег – это самый доступный вид спорта, можно сказать. А вот если, допустим, все-таки нельзя, да, чем можно заменить бег? Ходьбой. Просто ходьбой, ходить. Сейчас же очень развита скандинавская ходьба, и люди даже с сердечно-сосудистыми заболеваниями занимаются скандинавской ходьбой. Эксперты также добавляют, что бег бывает разный. Если человек будет бегать минут 40 в спокойном темпе и его пульс не будет превышать 120-130 ударов в минуту, то это будет положительно сказываться на здоровье. Но если пульс будет доходить до 200 ударов, то и для сердечно-сосудистой системы, и для нервной это будет настоящим стрессом. А в возрасте к пробежкам нужно относиться с осторожностью, хотя везде есть свои исключения. Я начал бегать в 2016 году, когда мне было 48 лет. Мне просто стало интересно, когда первый якутский полумарафон организовали здесь, в Якутске. И я пришел на старт, на стадион, я даже не знал, как зарегистрироваться, так что просто пробежал 5 километров и в 24 минуты. И ребята, которые бегали, сказали, что для того, кто не занимается, у тебя неплохой результат. Я всегда физкультурой занимался. И в тренажерный зал ходил, и в бассейн ходил, и игровыми видами играл, и баскетбол. Активно. Все-таки физкультура ко мне близко была. Так, у вас за плечами уже 3 марафона, получается, да? Да. Это Казанский, Питерский и Московский. Расскажите, как вы готовитесь вообще к таким большим забегам? Подготовка к марафону – это вообще целый цикл, как на Олимпиаду готовишься. У меня был тренер, Бурнашов Андрей Николаевич, он сам мастер спорта России по суточному бегу. И он мне составлял график, и так мы готовились. Там объемы, конечно. Самому Иннокентию всего 58 лет, и у него есть прекрасный пример, как можно сохранить молодость и энергию до преклонного возраста. С восторгом рассказывает про своих одноклубников по бегу. К примеру, Петру Пестрякову 72 года, и он только в этом сезоне пробежал 3 марафона – Казанский, Питерский и Московский. Николай Фомин, ровесник Петра Петровича, и он чемпион России на 5 и 10 километров, чемпион марафона Аланхона 21 километр и участник чемпионата России по бегу на 100 километров. А мастер спорта Ион Васильев входит в список сильнейших возрастных бегунов России. Ему 78 лет. Так что бегать можно даже в преклонном возрасте, несмотря на опасения кардиологов. А что скажут ортопеды-травматологи? Какие опасности кроются для любителей бегать? Говорят всегда, сторонники физкультуры, они всегда это полезно, движение. Но как врач, травматолог, ортопед, я считаю, что бегать иногда хорошо,
а иногда не очень хорошо. Кому-то, если заложена выносливость и заложен ресурс, он может заниматься физическими нагрузками. Вот когда человек идет, ну, в смысле, бегает, вертикальное положение тела, да, вся нагрузка идет на пятки, на коленные суставы, потом на поясницу. Шейный отдел больше тоже страдает. Если они идут на МРТ, сейчас МРТ уже распространенная диагностика, раньше такого не было, и всем сейчас ставят разрыв менисков. Там какой-то там губы, латеральной, медиальной, задней губы. И на фоне этого еще и рекомендация делать, что надо оперироваться. А оперировать коленные суставы вообще очень, очень, скажем, опасно. Лишний раз лезть в сустав, открывать его, там, смотреть что-то, да, вырезать не стоит. Итак, многое зависит от ваших внутренних ресурсов, генетической предрасположенности, подготовки, покрытия, на котором собираетесь совершать пробежки, и техники. Есть два основных лагеря, бег с носка, бег с пятки. Каждый говорит по-своему. Можно бегать и так, и с носка, и с пятки, да, но наиболее эффективным будет приземление на среднюю часть стопы с перекатом. Так ваш бег будет наиболее эффективным. Поэтому, если вы бегаете с носка, ничего страшного, у вас будет просто нагружаться больше передняя часть. Если бегаете с пятки, будет больше нагружаться задняя часть. И все. А задняя часть чего? Ноги. Ага. А колено, чтобы не пострадало? Чтобы колено не пострадало, у вас каждый новый шаг должен быть под центром тяжести. Соответственно, если нога будет выходить за центр тяжести, будет пробивать в колено, соответственно. Но для того, чтобы вы были, чтобы каждый новый шаг был под центром тяжести, вам необходимо необходимо, чтобы ваше тело было в состоянии легкого падения, буквально уклон 1%. Может быть 2, где-то так. Помните, раньше люди бегали босиком или в обычных кедах, а в армии в кирзовых сапогах. А теперь все вдруг заморачиваются с кроссовками. И не зря, ведь из-за неправильно подобранных беговых кроссовок можно натереть ноги или даже потерять ногти. Для этого необходимо, значит, первое, что это приобрести правильную обувь для марафона. То есть она должна быть подобрана на пол или на 1 размер больше своей стопы. Подбирается она по пальцу, который в длину длиннее. И желательно подбирать ее в вечернее время, когда стопа чуть-чуть отекшая, опухшая. В этот период подбирать обувь. И она должна быть удобная, качественная, чтобы у нее гнулась подошва. Второе, что необходимо сделать, это привести ногти в порядок. То есть в домашних условиях сделать гигиенический педикюр, это подстричь ногтевые пластины аккуратненько по прямой. Третье, что бы я порекомендовала сделать, это приобрести правильно носочно-чулочные изделия, такие как, допустим, технические носки, которые содержат в себе синтетику, либо шерсть мериноса. Почему? Да? Потому что хлопковые носки, они будут впитывать влагу, соответственно, нога будет мокрая, будет некомфортно, будет дополнительное трение, что приведет к мозолям. Вот, что бы я еще посоветовала? Я бы посоветовала приобрести тоже техническую смазку, ее можно приобрести в аптеке, это обычный вазелин, и перед марафоном нанести в межпальцевые промежутки вазелин и на поверхность немного. Надеть сухие чистые носочки, вот эти вот технические, да, они должны быть именно под стопе, чтобы не было никаких складок. И правильно подобранную обувь для того, чтобы марафон был не только приятным, но и комфортным. Вот поэтому следует очень тщательно подходить к выбору кроссовок для бега с хорошей посадкой и амортизацией, стабилизацией, поддержкой стопы и средним или высоким перепадом подошвы около 6-12 мм. Такие есть почти у всех спортивных брендов-флагманов. А одеваться на пробежку в такую погоду следует многослойно. Вообще, тренер Роман Савин убежден, что безопасно бегать до минус 25 градусов. При этом понижение температуры должно быть постепенным. Как дышать? Вот многие говорят, надо там через нос.
Да, действительно, в школе нас учили, да, определенной техники дыхания, но точно могу сказать, что дышать надо так, как дышится удобнее всего, да, то есть мы должны с вами получить абсолютно весь кислород, который нам доступен, потому что этот кислород нужен в первую очередь нашим мышцам. Беговой сезон на улице завершен. Есть время подготовиться к следующим стартам. И кто знает, может, в новом сезоне вы не просто станете финишером марафона, но и получите медаль Лиги марафонов БРИКС. Сейчас я вам расскажу историю вот этой медали. Чуть меньше года назад я пробежал свой первый марафон вот здесь же, в Москве. Я травмировался, не был к нему готов, переходил на шаг после 30-го километра. Короче, получил кучу страданий и зарекся бегать марафоны. Никогда в жизни больше не побегу. Ровно до того момента, как я, возвращаясь домой, в метро увидел мужика вот с такой медалью. Это медаль Лиги марафонов БРИКС, которая дается за 3 главных марафона России. Москва, Питер, Казань. И мужик не был какой-то особенный атлет, он выглядел как мужик. И именно тогда я подумал, блин, вот почему у него получилось, а у меня получиться не может. То есть, что вы думаете, вот я простой парень, который работает в офисе, никогда не был спортсменом, никакой я не атлет абсолютно. 1,5 года назад вообще спортом не занимался, весил на 10 килограмм больше, и вот сейчас стою с этой же медалью в руках. Я начал непрерывную подготовку 1 февраля в этом году, в мае я пробежал свой первый марафон в Казани, затем в июле белые ночи, и вот только что Москву. Каждый раз улучшаю свое время. Так что если прямо сейчас вам нужна какая-то мотивация, вот он я перед вашими глазами. Если получилось у меня, почему не получится у вас? Ну что ж, о плюсах бега все очевидно. Мы разобрались с противопоказаниями, выбором кроссовок, техникой бега и даже обсудили, что дышать можно как хочется. И выходит, что бег, именно любительский, весьма полезное времяпрепровождение. Это отличное хобби, а для кого-то, можно сказать, привычка. Ну а для избранных бег может превратиться в нечто большее. Ну а что же про возраст? Не поздно ли именно начинать бегать, как сказали бы во времена Пушкина, в бальзаковском возрасте? Сегодняшние наши герои на 100% убеждены, что никогда не поздно бегать, только делать это надо с умом и желательно с тренером. В защиту 40-летних скажу, что та энергию, которую мы вкладывали в свои 30 лет и которую, как правило, мы вкладывали на построение карьеры и воспитание детей, теперь уступает место новым горизонтам. Но у меня нет задачи пробежать марафон, скорее я делаю это для того, чтобы оставаться физически активной. И да, я хочу тоже, как Надежда Кобякова, быть активной бабушкой и вместе с внуками, если не делать сальто, то бегать. Ну и главное, забеги и марафоны – это не про километры, не про медали и победы. Это разговор с самим собой, когда каждый новый шаг снимает усталость и тревогу, а на их место приходит свобода, уверенность и сила.